Доброй раніцы усім. Усім доброй раніцы, мы пачинаем. Раніцы добрый усім, пачинаем. Доброй раніцы усім. И мы пачинаем. У нас сегодня апошний пленар у летней школе нашей, бо завтра на пленарном паседжанні, он такі докладный пленар, что будет доклад. Бо завтра на пленарном паседжанні з раніцы у нас будет такая худшая дискуссия без вядомых докладчиков. Все боятся. Все будет на инициативе, так, все будет обовязано. А сегодня у нас есть обовязано. Нам будет простить. Это Татьяна Водолажская, доклад «Педагогика идеала, архаика и инновации для университета». Тема амбитная, цікавая. Сколько ты хочешь про ее рассказать? А я не ведаю, як мені тримається, но я за годину не вийду докладно. Ну, то твоя свобода. Ну, в сенсі тема амбітна і цікава мені самой, тому що, у мене нема такого, видите, докладного рішення, такое, що я вже все ведаю про це. Я хотела почать с того, что вчера мне сказал Михаил Боярин, когда мы с меркованием, он подошел с такой, с тезой, питанием, что вот на минулом летнике, которые мы минулым разом встречались, ему являлось, что этот университет это такое место, где много того, что, как там, не до чего, так? Ну, вот, как бы, того, что, не уписывается там у некие потребы, корысти и так далее. Оно гениальное само по себе, оно бачно, и там некая корысть самого летучего университета, что вот тут место этому много тому, что не до чего. И вот, я, напевно, зачепившись за это, стала знову держать про всю эту тему педагогики идеала. И для меня гэта наявность у нас того, что не до чего, это сведчанне того, что то, что мы бачим каштоўнае, гениальное, як сказал Михаил, важное, оно просто абсолютно не уписано и не может быть уписано у ту систему адукації, інтелектуальні простори, яка існує. Відноситься воно ні до чого, тому що те, що існує, воно не приймає. Воно, якби, і нема гэтаму месца. І для мяне гэта хутчэй характарыстыка самой сістэмы, у якой нету гэтаму месца, чым, якби такая, знайшлі свою фішку. І гэтая характарыстыка сістэмы, і тое, што у нас шмат таго, што ні да чаго, гэта не таму, што тут шмат, напрыклад, ведаў, якія забароненыя там ідэалагічна ці там палітычна. Гэта таксама трошки ёсць, але вось калі мы там, не ведаю, збіраем, запрашаем, уцягваем, калі нешта само прыходзіць, гэта не таму, што менавіта гэтую веду, напрыклад, нельга выкладаць. Значна больш значны такі фактор, гэта нейкі комплекс. Это сама персона со сваім унікальным там, не ведаю, досведам, сферай жыцця, практыкай і гэтак далей. Хоць самі персоны не заўсёды так самі сабе бачаць. І тады для чаго, што рабіў, мусіць рабіць лятучы для гэтых унікальных, пазасістэмных з'яваў. Это две рэчы. Першае, гэта такі дадатковая, толькі на не адзіная, дакладна, нейкая прыступка, каб зрабіць гэтыя фенамены чалавека з яго інтэлектуальным унёскам, практыкай і так далей, каб зрабіць бачным. Бачным, культурна значным, тым весам, які ў нас ёсць. Тое, што мы можам прапанаваць, мы трошачкі надаем гэтаму значнасць, падымаем, і робім гэта культурным фенаменам. І даем, я не могу сказать, что мы уводим эту культуру, але даем додатковую магчымасць.
Гэта першае. А другое, тое, на што мы былі накіраваны ад пачатку, і вось тое, у чым гучаў гэты тэрмін педагогіка ідэала, гэта зрабіць такі асяродак, каб вось да гэтых, якія робяць тое, што ні да чаго, да іх можна было прыйсці і навучыцца. І, ну, як бы, каб гэтыя людзі маглі знайсці вучняў, каб вучні маглі знайсці іх, і каб гэта, ну, сэнс гэтага ўсяго, каб доўжылася гэтая, ну, практыка, ідэя і гэтак далей. І вось, і так было накіравана, ну, і мы спрабавалі гэты асяродак стварыць, хоць, ну, фактычна не ведалі, як яго стварыць. Як зрабіць так, каб, ну, не ведаю, там, прыйшоў Міхал Баярын, і вось, і тое, што ён робіць, доўжылася. Ну, мы там прапановвалі нейкую прастору, там, магчымасць колькасць там сустрэчак і так далей. І вось, і мы гэта называлі, абапіраючыся на, ну, канцэптуалізацыю Владзіміра Мацкевіча, педагогіка ідэала. Бок такой даволі архаічнай формы педагогікі, фактычна адной з першых, калі майстэрства перадаецца ад настаўніка ці ад майстра вучняў, калі проста вучень прыходзіць, уключаецца ў дзейнасць, і майстар, не маючы спецыяльных педагагічных задач, ну, то бок, ён не арганізуе працэс навучання ў сэнсе, што ён думае пра прадметы, дысцыпліны, піянерскія заданні, адказы і так далей. Ён проста уцягвае там у працу, і задача адукацыі, яна ляжыць на вучні, ну, фактычна. То бок, гэта яго там інтэнцыя, матывацыя навучыцца, бо, ну, вось ён імкнецца да гэтага. А майстра можа там, ну, в прынцыпе, рабіць што заўгодна, па-рознаму адносіцца, там, давайце, ну, як бы, нейкую частку працы, там, давайце падзатыльнасць, там, ну, ўсё што заўгодна. Пакуль вучань не дарастае і сам не робіць, ну, як бы, штосьці адпаведнае вось гэтаму майстэрству, ну, і ці выходзіць на ўзровень майстра, ці, ну, не выходзіць, і так далей. І вось, арыентуючыся хутчэй на вось гэтую, ну, саму ідэю, так, што мы не арганізуем, мы не думаем пра прадметы, там, і так далей, а мы проста арганізуем сустрэчу. І як бы думаючы пра тое, што прынцыпова павінна быць матывацыя, як у гэтых майстраў ці тых, хто робіць вось гэта ні да чаго, ну, нешта вельмі такое геніальнае, так і у дзіўных людзей, якіх мы збіраем вакол, што іх ёсць взаемная матывацыя, якая, ну, створыць гэтыя групы. Але групы, ну, гэтыя пары сустрэчу гэта зробіць. Але, ну, вось, і гэта мы абмяркоўвалі на праектнай сесіі, увогуле, я думаю, што цягам года, так. Прынамсі, бачных, яно не адбываецца так. Вось, не адбываецца яно, можа таму, што вось гэта пазасістэмнасць, ну, рэальная пазасістэмнасць, ну, унікальнага мыслення, унікальная творчасць, яна недаступная в разумении нават самим этим творцам. Бо калі мы там прапануем курс, ну, там можете, ну, курс, ну, это умоўна называется курс, але так ці інакш, усе пачынаюць там чытаць лекцыі які-небудзь. Ну, то бок ісці па тых, ну, тропах, якія ёсць у, ну, як бы, у традыцыйных сістэмах адукацыі, культуры, там, і так далей. І гэта таксама тыя, хто прыходзіць. Яны, здаецца, прыходзяць, ну, вось, ну, цікава, ну, як бы, вось мы там размаўлялі, на што прыходзяць? Прыходзяць, напрыклад, атрымаць якую-нибудь веду. Ну, вось там ёсць Дубянецкая, як унікальны феномен. Да яе часцей прыходзяць, ну, пра Біблію. А апроч самой Бібліі, ну, як бы, ёсць Дубянецкая. Ну, але, вось, як гэта ўзяць, як гэта ўвогуле ўбачыць? Ну, гэтага няма. І вось, ну, гэта я да чаго? Да таго, што сапраўды, вось, гэта даволі архаічная форма, ну, вось, гэта педагогікі ідэала, яна настолькі не усталявана на сёння у нашу свядомасць, спосабы дзеяння, арыентацыі і гэтак далей, што, ну, вось так наўпрост, ну, кшталту, а давайте там дадзім прастору, яно само возбуяе, так? Яна не атрымліваецца. І, ну, і тут тады трэба думаць. Трэба думаць пра тое, як, ну, ўжо не пра, ведаеце, як бы,
Вось то, што мы спрабавалі рабіць, гэта зрабіць магчымымі фармальныя умовы. Фармальную умову, так як мы сабе это уяўляем, зробім магчымымі, оно само закрутіцца. Калі вось праз такой фармальную умову гэта зрабіць немагчыма, то тады трэба разбірацца са зместам. Са зместам, а што сапраўды, што ў гэтай адукацыі давыкі дала, які там змест, што перадаецца і як перадаецца. І вось, уже разважаючы на гэтую тэму, я спрабавала так адказаць сабе на пытанне, так? А вось калі мы прапануем вось у вучнів, да, вось такога чалавека, хто гэта такі чалавек? Чаму мы, ще раз Міхал кажа, потому што геніальнае, оно ж адразу бачна. Калі штосьці геніальнае, бачна. Але што, прынамсі, там мяне кранае у геніальнасці ці у адборы таго, што варта ўцягваць і так далей. І тут я выхожу на тое, што праз гэту удалу майстэрства і так далей можа, не знаю, вырашацца, ці гэта нейкія крокі да вырашэння праблемы сучаснага чалавека. Зараз патлумачу, ці паспрабую патлумачыць, я нават уже некалькі разоў спрабавала гэта мінулым разам, мы калі размаўлялі пра антрапалагічную перспектыву і так далей. Я думаю, што сёння сучасны чалавек, праблема існавання сучаснага чалавека ці вобразу сучаснага чалавека, яна можа быць апісана, напэўна, вельмі шырока, але мяне кранаюць два моманты. Першы – гэта неадпаведнасць чалавека, экзістэнцыяльнага чалавека як чалавека, тым магчымасцям, якія набыў чалавек, як род, па змене сусвету, па тым магчымасці, якія ў яго ёсць. Гэта пачынаючы ад тэхнічных і навуковых, то бок тэхніка, тэхналогія дае нават ужо кожнаму з нас такія вялікія магчымасці па змене прыроды, не толькі там наваколля, а ў сэнсе, ввогуле, некага фізічнага, матэрыяльнага асяроддзя, што, фактычна, кожны з нас, ці калі б захацеў, ці калі б здуру, ён можа сваімі дзеяннямі, фактычна, глобальную катастрофу стварыць. Рэальна, тэхнічныя магчымасці чалавека вельмі вялікія. Тэхнічныя і тэхналагічныя сацыяльныя магчымасці чалавека вельмі шырокія. Мы ведаем, там все сацыяльныя эксперыменты, праектаванне сацыяльнае і так далей. Фактычна, уяўленне і, магчымасці тэхналагічнага чалавека на сацыяльныя змены, яны вельмі вялікія. І гуманітарныя, усе тэхнікі, маніпуляцыі, кіраванне, рэфлексіўную і так далей, яны настолькі развітыя, што фактычна чалавек абсалютна у яго зброі на тое, каб змяняць свет, больш, чым ён можа вытрымаць як чалавек. То бок, гэта адпаведнасць маштабу таго, што ён можа зрабіць. І тое, што ён можа асэнсаваць, пра што ён можа мысліць і за што ён можа адказваць, яны несумерныя. І гэта не новая абсалютна ідэя, гэта калісьці вельмі, як мне падаецца, не дачытана ўсімі Аўрэліа Пічэя «Чалавечай якасці», это тое, адкуль пачаўся рымскі клуб, і экалагічная частка яна пайшла развівацца, а сэнс там якраз у яго быў больш шырокі, якраз пра тое, што мы развілі ўсе магчымасці, тэхнічныя, тэхналагічныя. Зараз трэба развіваць чалавека. Чалавека, які будзе адпавядаць гэтым магчымасцям. І пра гэта ён кажа, пра чалавечую якасць, пра якасць чалавека, як рода. І вось, і пакуль не знойдзена гэтага інструмента, магчымасці, дарожчваць гэтага чалавека. Гэта адна праблема сучаснага чалавека і, адпаведна, сучасная адукацыя. Бо сучасная адукацыя не дае, ввогуле на гэта ніякім чынам не працуе.
на сёння. То бок яна пашырае толькі этой магчымасці тэхнічныя, тэхналагічныя і так далей. І другая праблема, вось я ее пазначыла як частковасць. Частковасць чалавека, тут гэта звязана не толькі з сферамі, дысцыплінамі, ці тое, што таксама даволі часта пра што кажуць, што людзі разыходзяцца ў свае там нейкія прафесійныя сферы, і фактычна ніводная з гэтых сфераў не дае інструментаў, спосабаў, магчымасці асэнсоўваць нешта цалкам. Вось у гэтым як бы мы ўсе, сфера нашай адказнасці і як бы то, що ми соотносимся, яна як би вельми частковая, і як би, а тут к пуговицам претензій нет. А далей гэта не я. І гэта таксама там масштаби мислення. І яшчэ я думала, што якраз развіццё, частковае развіццё адукацыі зрабіла ўнёсак у гэтую частковасць. Бо вось гэты падзел, пасля гэтых архаічных формаў, гэты падзел на адукацыю, падрыхтоўку, выхаванне, ён таксама разводзіць людзей там, дзе што прыярытэт. Зараз мы бачым, у нас ёсць тыя, хто тэарэтыкі, эксперты і гэтак далей, гэта адукацыйная такая частка. Ёсць тыя, хто нешта рабіць рукамі, падрыхтоўчая частка. І там зараз амаль ніхто не займаецца, не адказвае за выхаванне, але яно ёсць. І вось гэта, зноў жа, гэта дадатковая, гэта частковасць. Напрыклад, на першы дзень мы трохі там пра еўрапейскую частку сітуацыю размаўлялі. Вось, калі зараз паглядзець на нашае грамадства і больш шырока, вось глядзіце, ўсё менш інтэлектуалаў і ўсё больш экспертаў. Бо інтэлектуал гэта тое, што спрабуе ахапіць цэлае і адказваць за гэта. Эксперт толькі за веду адказвае. Ён падпарадкаваны нейкай, будаваны ў нейкую сістэму, і ён там выдае прадукт. Все менш палітыкаў, все больш бюракратаў, у сэнсе бюракратаў, у добрым сэнсе, вось ёсць там дзяржава ці нейкія структуры. Так, там ёсць функцыянаванне. І ў гэтым сэнсе рух чалавецтва ідзе да гэтай частковасці па інтэлектуальных здольнасцях, практычных здольнасцях і гэтак далей. І все менш прэтэнзіяў на ахоп і на здольнасць гэта зрабіць. Я таксама разумею, што Першая, Другая сусветная войны і все, што адбылося, яно такую прывілку зрабіла, все ўжо зараз страшна баяцца этой глобальнасці, вялікіх ідэяў і гэтак далей. Але, і гэта зразумела, але фактычна гэта адмова ад цэласнага чалавека, ад глобальнага мыслення, ад спробы ахапіць нейк сістэму, суадносіць з сістэмай і гэтак далей. І гэта фактычна робіць чалавека часткай машыны, якую ввогуле, якая жыве сама па сабе. Бюрократычная сістэма палітычная, функцыянаванне. Андрей тут тады вельмі так яскрава распавядаў, што ніхто не ведае, што з ёй рабіць. Яна сама перапрацоўвае людзей, ідэі і гэтак далей. І, можна, конечно, канспіралагічнай версіі, што там сядзіць адзін хтосьці, хто ўсё ведае. Думаю, што гэта хутчэй такая убудаванне чалавека ў машыну і адсутнасць выхаду з этой машыны. То бок само будаванне чалавека ў нейкія вялікія сістэмы гэта нармальна. Бо чалавек, асабліва ў дзейнасці, ён не можа быць усеахопным. Але фактычна не існуе прасторы ці здольнасці чалавека выйсці ў такую прастору, дзе ён можа глядзець на сістэму цалкам і быць адпаведным таму, каб яе змяняць. І вось гэта тыя праблемы сучаснага чалавека, якія я бачу як вельмі важныя, і вось адпаведныя гэтай ідэі, ці ідэі вяртання педагогікі ідэалу.
Чаму? Бо педагогіка ідэала, там ёсць некалькі з гэтых сутнасных рэчаў. Па-першае, гэта педагогіка, ці адукацыя цэлага чалавека. То бок, паколькі гэта яшчэ да тэхналагічная, в сэнсе адукацыі эра, то там няма развядзення. Дзе ёсць веды, дзе ёсць навыкі, дзе ёсць этас, дзе ёсць адказнасць. Выбудоўваецца чалавек, майстра, які мае сваю справу і адказвае цалкам за яе. І вось гэта знікненне гэтых падзелаў і дыферэнцыяцыі, яно, то бок педагогіка ідэала гэта цэлы чалавек. Гэта чалавек не масавы, не сярэдні, бо на гэта там працавала іншая педагогіка культуры, якая проста засваенне нормаў культуры. А педагогіка ідэала гэта чалавек, які той чалавек, які імкнецца да дасягнення. Бо педагогіка ідэала гэта стаць майстрам, стаць лепшым, стаць найлепшым, то бок гэта не проста упісацца, гэта быць лепшым. І вось гэтыя рэчы, мне падаецца, яны дадаюць актуальнасці, звароту да гэтай самай педагогікі. Але я ўжо казала, што толькі прамаўленнем гэтага ці вырашэннем, што вось так трэба рабіць, немагчыма запусціць яе. І таму для таго, каб аднавіць гэтую магчымасць гэтай педагогікі, ўсё ж нам трэба звярнуцца да гэтага зместу адукацыі, але не старымі в сэнсе дысцыплінамі, а вось нейкая сутнасна схапіць гэтага цэлага чалавека. І, зразумела, сваімі сродкамі, мы маглі б гэта схапіць. Я зараз паспрабую намаляваць тое, што, як мне падаецца, з'яўляецца зместам адукацыі, і тое, адкуль трэба думаць пра канструяванне сістэмы, у якой магчыма педагогіка ідэала. Гэта будзе трошку, ці можа, калі ёсць пытанні, заўвагі. Як заўсёды. Татьяна, скажите, пожалуйста, идет ли речь о формировании человека определенного типа? Что значит определенного типа? Пока что я только абстрактно понял, относительно педагогики идеала, что это педагогика, стремящаяся охватить человека в целом. Да. Это в итоге это будет человек определенного типа, то есть там homo советикус, например, или там... Ты говоришь, как целого человека. Ці ёсць антологія чалавека, ідэальнага чалавека, якого ты мусіш мець на выгляд. Видимо, мне надо все сначала. Не. Коротко и по-русски. Владимир Владимирович, если вы знаете как, скажите. Коротко. Целостность имеется в виду не тип какого-то человека, а человек с потрохами. То есть, как сморкается, как там, не знаю, чистить зубы и так далее. И если он способен там сотворить горшок идеальной формы, выткать чего-нибудь, то никто не знает, как это он делает. Тот, кто у него учится, принимает все, что есть. Сегодня, вот особенно ярко это проявляется у попов. Когда поп учит Евангелию, учит, каким должен быть там мир, человек, как относиться к этому, ко всему. А после этого напивается в хлам, как мы вчера с Акудовичем, например, и творит всякие безобразия. К нему паства подходит и спрашивает: батюшка,
Как же так вот? Несовместимо. А вы не смотрите на то, как я живу. Да? Вы слушайте то, что я говорю. Вот это вот полная противоположность педагогики идеала. Да? Так а в это питание не отказали. Потому что питание было не даже я. Речь не идет. А я все... Не, я как раз... То есть он может быть там разным. Не, он может быть разным. Вёла у минулым годзе, калі вы заўважылі, у нас на сайце з'яўляліся такія тэксты, як я быў інтэлектуалам. Стаў. А некалькі разоў мы просто спрачаліся пра назву, і яна можа не самая дарэчная, і там быў, і некалькі разоў я раззыван быў, там была такая назва. Як я стаў, Міхалова не падыскаў. Бо і гэта была спроба узяць усяго з патрахамі. Бо гэтае аддзяленне ну не ведаю там ведаў возьмем там Міхала, возьмем тыя веды, які ён ведае, і распавядзем каму-нибудь абсалютна там цалкам, і ён стане, ну не ведаю, такім ж, ну не стане. Причем ён не стане не толькі як Міхала. Ну, знаете, копией и клоном, да, маецца на увазе. А что он зможет тое самое, что той самый... Не, ну тут же не толькі контекст полым з яго асабовай ведай, да? Калі вось, я так разумеў, Тетяна, калі яна па Печеі казала, то по Печеі там же ще трохи інший сюжет. Там не тое, што там чалавека просто бяруць такі разумовую частку, іх наробіць волевую і гэта. Ён кажа пра тое, што чалавек сёння не дацягвае да таго ўзроўню развіцця ўжо і тэхналогій, і ўсяго. І таму гэта як са старымі людзьмі, якім даруюць там дзеці кампутар новы, а яны ў лепшым выпадку выкарыстоўваюць яго там пасьянціка злажыць. Ці вось, бо яны просто яму не адпавядаюць. Яны не могуць сабе, як чалавека, прыўзняць да таго, каб авалодаць гэтай новай тэхналогіяй, і яна для яго не існуе. Не, там не про гэта. Не про тое, што мы не можам авалодаць тэхналогіяй, а тое, што... Не, мы не готовы маральна авалодаць. У гэтым справа. Не ў тым, што гэта астароўне нейка было б навучыць. А што там вучыць, насамрэч? Вы отвечаете на вопрос про целостность или помогаете отвечать? Или это уже какой-то другой? Почекайте. Это как раз про целостность, бо як эту целостность вымирать? Не, чекайте. Про целостность, ну, здаецца, Мацкевич дапамог і адказалі. Так што вось там сучасная адукацыя уже давно. Это 19 стагоддзя. Про тую целостность. Чекай, так і кажуть, это нават раней, чым 19-м. В 19-м стагоддзі як было? Калі мы разважалі, да? Напрыклад, можа быць універсітэт сучасны і навучанне вось набліжанае да гэтага кшталту у буйным горадзе. І разважаючы пра гэта, мы можам сказаць, не, в буйным горадзе людзі сустракаюцца толькі на малую частку свайго часу паміж сабой. І, скажем, экспазіцыя профессора ва універсітэце цягнецца працягам лекцыі, занятку. Да? А вось у малым універсітэце 19 века, напрыклад, у Дербце, Тарту там, да? Студэнты жылі побач з прафесарамі. Яны бачылі іх на працягу амаль усяго дня. І нават ноччу. Якім чынам? Скажем, на калядаванне яны маглі забурыцца да прафесара ў хату, да, разбудзіць яго і напалохаць там сваімі этамі. І яны бачылі і магчымасць у гэтым сэнсе ствараць уласныя траекторыі развіцця, якім чынам мне далей жыць. Да. Яны маглі здымаць з цэлага чалавека. У малым кампусе, у малым універсітэце гэта было магчыма. Калі мы кажам, што чалавек не можа быць пазнаны, да, намаляваны цэласна, калі ён сустракаецца з іншым, толькі на гадзінку-две там і так далей. Ён не бачны цалкам. Просто тут тады Печей не дарэчы. А Печей дарэчы. Почекайте, это были два розных кризиса. Ну, яны, конечно, связаны, але это было два розных. Отсутность целостности
І тут шматна дадае адукацыя, гэта першае, а другое гэта неадпаведнасць чалавека тым магчымасцям, які ён мае. Але не так, як вы пару раз сказалі, што як бы, ну, вось мы ўжо маем тут, а я, ну, як бы, я маральна не гатова іх засвоіць. Не, а тое, што я магу засвоіць, я магу запусціць вірус кудысьці ў сістэму, і у мяне не хапае ні мыслення, ні адказнасці пра тое, чым гэта, ну, як бы, скончыцца. Вось пра гэта. Это и есть моральная неадпаведность. Ну, гэта немагчымасць засвоіць, а это Я не якраз... кажу про немагчымасць засвоіць. Ну, вы про бабулю распавядалі. Бабуля морально не готовая просто. Ну, так я ж не бабуля. Вы ж не готовы. Дело ж не бабуля. Андрей, ты ответ на вопрос получил? Так, так. Я добавлю. Да? Не, так, я зразумеў адказ, што не, няма анталогіі чалавека, якая, ну, як бы ёсць нейкі цэласна, якую там Тацяна прапануе. Ну, я зараз паспрабую трошки, Не треба ставіцца до гэтага, до того, што это правда ці не, да? Вот мы глядзім... Не, правда. Глядзіце. Ну, так. Ось ёсць такая з'ява. Путін. Ну, цікавая з'ява, скажем. Чалавек, про якога мы мало што ведаем, але ж бачым, што гэта вельмі простенькі, шэранькі чалавек. І гэты чалавек атрымаў свае рукі ядерную зброю, мегамашыну абалваньвання там вялікай колькасці насельніцтва. І мы, глядзячы на гэта, не ўпэўнены, што ён, ну, мае адказнасць, што ён дакладна валодае гэтым. Это, ну, так, велізарная зброя у руках подлетков. И кожны сёння, вот про што, про печей, калі так Тацяна кажа, да, што а сёння і няма іншых. Узбраенне охрененное, да, магчымасці тэхнічныя, глобальная тэхніка, техносфера, ноосфера, развитая до того, што яна можа, ну, все што заўгодна. І няма нікаго, каго мы маглі б прызнаць маючага правы. Правы, ну, в сенсе, правы водилы, там, шоферские права, да? Ведь шофером, чтобы стать, мало выучить водить машину. Надо выучить правила дорожного движения, правила ответственности. И права там в полном смысле не свидетельство о умении водить машину, а свидетельство человека, который может вписаться в дорожное движение и быть безопасным для окружающих и так далее. Вот в этом смысле сегодня все права политические, ну и там лидерские права, они вот уполовинены. Человек дорастает до какого-то места в социальной иерархии, начинает руководить огромными машинами, а права у него половинчатые. Кнопки-то он знает, где нажимать, да? А вот смысла, ответственности за нажатие этих кнопок никто не проверял. И отсюда возникает вот эта вот стяжка проблематики первой, печеевской права человека и техносферу, и частичности, и вот этой вот, ну, полуфабрикатности всего образования. Не только техносфера. Я еще сказала про социальные и гуманитарные технологии. Яны ж таксама развиваются. Ну, и гэта таксама, ну, вось у таким абсолютно там прыкладзе зараз гэта, ну, видите, это все консультации, там, дапаможем досягнуть счастья и так далее. И абсолютная, ну, немагчымасць аддзяліць там тых, хто сапраўды, ну, больш ці менш можа адказваць за той эфект, які, ну, дасць чалавеку ці яго сям'і, ці там грамадству, ну, праз вось гэта, ну, кансультаванне, трэнінгі, яшчэ штосьці. І той, хто, ну, просто, ну, авалодае там нейкімі навыкамі і ўсё. И это пытание не ставится, и, ну, она вот, когда оно ставится, оно как бы становится невырашальным. Ну, абсолютно. Ну, одни одних называют широтами. Ну, это не мая никакого вздеяния на измену. Это вопрос получше. Да. Потом еще такой Вопрос простой. Я помню некоторое количество контекстов и идей про то, что при такой плотности коммуникации сами последствия любого действия, они становятся непрогнозируемыми не в силу
того, что человек это несоразмерен, а в силу того, что ну, как бы, это нельзя просчитать. И тогда вопрос, а мы как бы хотим взвалить на какого-то человека ответственность, ну, в этом случае идею того, что он должен отвечать за то, за что он в принципе не в состоянии ответить. Да, хотим. Вот, понимаешь, вот Пичей, когда размышлял над этим, у него была идея, и, собственно, это дало толчок там, развитию системного подхода, расчетов и так далее. Он говорил, ага, сейчас мы посчитаем варианты, там, тут дернули, там как бы началось, да, мы сейчас посчитаем, увидим, чем закончится, и как бы, начнем принимать ответственное решение. Ну, и они стали развивать эту всю систему, и потом стало понятно, что реально, нет, просчитать можно. Будет 555 вариантов, пока вы считали, возникло еще 555. И то есть, и это как раз возвращает к идее человеческих качеств. Быть готовым отвечать за последствия, которые ты не прогнозировал. Быть готовым не потому, что ты, будешь способен просчитать, хотя это не отменяет необходимости некоторого просчета. Но быть морально готовым. А кто будет отвечать? Политик морально не готов. Все-таки это оборачивает нас в моральную плоскость, о которой говорит Павел, либо как бы здесь идет речь о чем-то. Подождите, а вы можете это отличить? Да, вот где моральное, а где все остальное? Вот в такого рода масштабных ситуациях. Только если мы грубо признаем рациональную непредсказуемость развития ситуации, то, соответственно, соберите в коллектив самых моральных, там, проверенных, чистейших людей, при признании непрогнозируемости их совместных действий. Что вам эта моральность даст? Нет, непонятно самая ответственность. Да, вот пример с Путиным. Он что, не понимает то, что он делает, это большой эгоист? Понимает. Эксперт по Путину Ангела Меркель говорит, что Ангела он Меркель, неадекватен. когда ты это сказал, он нас уже передумал. Вопрос-то в том, что он же понимает и готов нести ответственность. Свою ответственность. Ответственность тем, что он может лишиться власти, его там могут убить или еще что-нибудь. Вы готовы доверить свою судьбу вот этому человеку? Я лично нет. А 83% россиян готовы. Замечательно. Так я просто к ответственности. Что считать ответственностью? То есть структура ответственности. То есть Павел что в порядке-то? Я не понимаю, что в порядке. Подождите, про Путина, вы про ответственность ответите. Просто ответственность бывает разной, да? Вот приведенный вам пример политика, он отвечает всегда. Отвечает своей карьерой, своей жизнью, в конце концов, за свои поступки. Но эта ответственность никак не распространяет на то, что он может превратить полмира в радиоактивный пепел, как там это. То есть человеческая ответственность несоразмерна тем последствиям, которым это может привести. Вот и вопрос об ответственности, да, какую меру ответственности мы вообще пытаемся вменить. И структура вообще, от того, когда Таня говорит про отвечание за эти последствия, то в каком виде она выражается? В том числе, то есть мы не можем предсказать эти последствия, мы не можем их видеть. Это, вне человеческих возможностей. И, в принципе, это переносит нас на ответственность, всех, или коллективного мышления. Индивидуальное мышление все равно не может контролировать эти последствия. Индивидуальное не может. Тогда, на кого переносится эта ответственность? На коллектив, я не знаю, на человечество в целом, на... Да ни на кого нам в итоге не переносит. Мы взяли Крым, потом получилась атомная война. Моральная готовность, в смысле такой дурной готовности, что да, я готов отвечать за эти последствия. Знаешь, существует и возможно подумать, по крайней мере, о том, чтобы построить отношение человека к системам с непрогнозируемыми результатами, последствиями. Вот, например, душа человека потемки, и мы не можем влезть в сознание другого человека, любой другой для нас непредсказуемый. Как только он становится предсказуемым, мы теряем человека перед собой. Да? Отлично. Если это так, то тогда можно ли законами или моральными наущениями вот этого непредсказуемого человека поставить в рамки предсказуемости его действий и поведения? Если мы признаем непредсказуемость, мы к этому начинаем так относиться. Тогда может он убить другого человека? Может. Это плохо. Значит, если мы не хотим
или там хотим разделить эту ответственность, мы должны допустить владение оружием обоим. Да? Вот почему американцы, несмотря на статистику преступлений в Америке и так далее, держатся за свою эту поправку. Они относятся к человеку как к непредсказуемому человеку. Как к свободному. Как к свободному. Там, По в этом статистике смысле. все нормально. Да? Тогда, если мы относимся к Путину как к непредсказуемому человеку, да, давайте подумаем, а в чьи другие руки мы можем вложить инструмент, чтобы его остановить. Как бы, да? Почему? Опять же, честные американцы сливали ядерные секреты Сталину, зная про всю эту самую сталинский тоталитаризм и так далее. Потому что как только появляется ядерное оружие, тогда еще существовали люди, которые способны были осознать, что это такое. Да? Они понимали, только паритет. Поэтому мы можем, в принципе, уметь работать с системами с непредсказуемым поведением. Если только об этом думаем, если мы способны схватить хотя бы умом это обстоятельство. Нас учит, вся философия, там, начиная с Гегеля, да, учит к тому, что иной, другой, непредсказуем. Владимир, И это все это хорошо работает, гуманитарная кроме как составляющая. принципа дурака. Но дураку вы дадите оружие, он им воспользуется, несмотря на Вы не можете, дураку, вы не можете не дать оружие. Да? Ну, не То есть можете он не найдет дать. его в любом случае. Но если это атомное оружие, это вы все равно Для терпите. меня, в этом смысле, проблема с Путиным такова. Вот Путин, по-своему, да, готов отвечать, не знаю, жизнью, еще чем-то, за все то дерьмо, которое он сейчас делает. А вот, я не знаю, мы с Андреем едем в Германию, разговариваем там с интеллектуалами. И они говорят, немцы, говорят, а я в домике. А мы не готовы, значит, развязывать, новое противостоять этой силе, потому что, мы не готовы отвечать за что-нибудь, что произойдет. Поэтому мы в домике. Она может нас обойти. И Путин со своим пистолетом, единственный на всем этом пространстве, который готов, еще Лукашенко, готовы отвечать. Да? А все остальные умные, добрые, честные, счастливые. Я не предлагаю качество эти воспитывать. Но если с пистолетом идиоту ответственность, в смысле, готовому брать на себя ответственность, не противостоит кто-то, я не знаю, с воздушным шариком, готовому брать на себя ответственность, то этот с пистолетом так и будет единственным. Вот и все. И вот А особо образованные, умные и так далее, они не могут себе позволить взять на себя ответственность, просчитывая даже непросчитываемые варианты. Таня, И все. Таня, можно это самое коротенькое рассуждение? И все вот то, что ты сейчас говоришь, это достаточно, размыто в сознании современного человечества. Это люди понимают. С моей точки зрения, именно этим вызвана популярность разного рода антиутопий, и именно этим вызвана бешеная популярность во второй половине 20 века фэнтези с возвратом к феодальному мироустройству. Обратите внимание, большая часть фэнтези и всякой такой фигни, да, она описывает феодальное общество. Уже не фантазирует и не... Просто социальное воображение. Нет утопии, да, по поводу коммунизма, как у Стругацких там, или еще чего-нибудь. Феодализм кажется предельным, удобным для человечества формы существования. Сейчас, посмотри, твоя вот эта версия архаизации, сначала архаизации проблемы, и решения, она ведь не такова. Это не так, как человечество относится сегодня к своему социальному состоянию. Мама, роди меня обратно. Ты хочешь надстроить. То есть я хочу, еще раз, почему меня привлекает в этом месте педагогика идеала. Да? Не потому, что этот мастер, это средневековое. Это какая-то средневековая вещь, и этот мастер наверное, не в мировых масштабах, да, но он собирает на себе, некие эти человеческие качества, да, которые, эту антологию человека, которая не очень-то разобрана, да, который способен отвечать за свое дело. Причем дело широко понимаемо, не за свою часть конвейера, а за дело. Да? Как минимум за дело. И это уже сегодня, если каждый из нас подумает, что является нашим делом, то мы уже за это отвечать не можем.
я думаю, что за философию я не готова отвечать, там, ну и так далее, да. Вот, и как бы и это там, ответственность, и целостность, да, когда в нем ну, как это, еще спаяны, не разобраны по разным местам, там, и социальным институциям, те, кто за счет чего он, собственно, становится, ну, как-то мастером, ну, и способен к достижению. Да? Ну, то есть это вот, ну, вчера Мацкевич там эти триады приводил, да, ум, честь, совесть, да, ум, чувство, воля, там, да, когда они, как это, они все вместе присутствуют, когда не выделяется нечто, ну, как это моя специализация, ум, да, а у меня специализация воля, там, да, а мне платят все время. Нам же еще хуже получается, потому что мастера в средневековом смысле слова, у него же собраны одновременно не только мастерские качества. То есть мастер может быть по поясе пьянчугой, его ученик вовсе не обязан как бы, в этом смысле впитывать вот эту сторону его человеческих качеств. Потому что они могут никак ему не помочь, а наоборот навредить в том, чтобы стать мастером самому. Поэтому ему приходится где-то интуитивно, где-то осознанно отделять, что называется, те качества, которые хотелось бы или должно впитать, от тех качеств, которые можно было бы оставить. Это если говорить по целостности человека. Значит, не надо представить, как сморкается мастер, как там сплевывает. Проблема ведь состоит в том, что вы изначально не знаете, что вносит вклад. Конечно, не знаю. Возможно, то, что напивается, является. Возможно. Но проблема как бы наша состоит в том, что сегодня, ну вот эти вот такого рода техника, в смысле полного копирования или поступления в ученичество, она, ну, не знаю, если сохранилась в образовании, то вот скорее в всяких видах искусства, там, да, иногда, ну, вот когда там мастерские, там, театральные, или, ну, то есть там, где прикладное искусство, там чуть-чуть этого есть. Да, но там тоже, ну, как бы это уже, ну там, такие парижские, но чуть-чуть это остается. Вот во всем остальном это уже разобрано. Да? Ну, на мелкие части. У меня небольшое рассуждение, я давно хочу. Да. Вот не знаю, понравится оно вам или нет. Это вот как раз для тех, кто, ну, как бы для определения вот этого человека, который способен ухватывать целостность. У меня есть такое вот небольшое. Вот смотрите, каждый из нас, так или иначе, попадая в компанию специалистов, испытывает некую робость. И это всегда будет, потому что знания необъятные. Вы приходите, да, как бы социологом вначале, там, политологом, кому угодно, потом можете географом прийти. И всегда у вас будет эта робость. Но, скажем, на определенном... Что? Да, так вот в том-то и дело, что человек может на определенном этапе своего развития эту робость утратить. Просто-напросто потому, что он понимает все эти знания частичны, и просто-напросто они ему в данный момент не нужны. То есть он, удерживая целое, да, он понимает тогда частичность всех остальных знаний. И вот тут, кстати, рассуждение о политике. Вот настоящий-то политик, он эту целостность должен удерживать. Он ведь на самом деле гораздо меньше разбирается в политике, чем политолог, в экономике, чем экономист и прочее. Но робости по этому поводу никто не испытывает. Я имею в виду в данном случае не Путина, а именно того, что раньше называли государственный муж. То есть человек, способный удерживать в уме цели, интересы государства как целое. Вот о чем. Ну, то есть, по сути дела, и интеллектуал, как бы сам по себе, это тоже какой-то государственный муж, но только в каком-то единичном. Да. Спасибо. Ну, мне, наверное, нужно сейчас продолжить, чтобы да, это пришла только вчера. Проблема, я не понимаю. Павел, у нас сегодня, у нас все нормально, у нас сейчас время. Я сейчас пытаюсь объяснить, что я буду делать. Вот если ну, сколько мыслей пришла, пока говорили. Вот, ну, то есть если ситуация образования представить, да, учитель и ученик, где, ну, вот этот мастер, да, мастер, у которого мы сказали, ну, как бы, который там обладает какими-то важными для нас свойствами ценностей, и эта ценность, она там дается, лежит во всех, ну, как во всех его частях, да. Это какие-то там знания, да, это какие-то техники, работы, там, навыки, там еще чего-то. Это какая-то, ну, не знаю, культурная, социальная позиция, там, еще что-то. Это, собственно, наполнение там личностное, и это нераздельно. Ну, вот,
дано ученику как спаянный сосуд. Да? И вот если, если в рамках архаики, да, педагогики идеала в то время, когда она существовала, ученик, приходя, знает, что это цельное, да, и у него в голове, в смысле, это схема учения. У него весь этот товарищ со всем этим со всем этим богатством, он здесь, а дальше уже, как Павел говорит, дальше можно перебирать и отбирать. Так, пьянство, видимо, не имеет значения, или наоборот, там, и так далее. И про что я хочу сказать, про что я говорю, почему там не получается просто, назвать педагогику идеала, дать место. Потому что в представлениях ученика, а сейчас еще и в представлениях учителя, лежит совсем другое, лежит этот разобранный человек. Знания, там, я не знаю, социальный капитал, умение, навыки, там, или еще что-то, да? И когда, наша, задача, то, что я вижу, да, поменять вот эту картинку, вернее, поменять на такую картинку, да? То есть ввести в процесс образования как для преподавателя, так и для ученика. Вот это представление о целом. Поскольку вот так оно выглядит идеологически, целое все, да, само представление целого, то есть нужны инструменты, схватывания этого целого, да, чтобы, над ними, по отдельности, по каким-то элементам размышлять и, пытаться схватить, уже какими-то инструментами. Понятно? Мысль. Можно я для себя переведу? Да, переведи. Что есть некоторые способы членения целого, которые сейчас приняты в нашей культуре, в нашем образовании и так далее. Например, знания, навыки, ценности, как-то разделить. А здесь, когда кладется целое, в принципе, предполагается, что этот ученик, он сам сможет выработать какую-то свою систему развлечений, как это можно распилить на части, а потом выбрать, какие из них все-таки себе взять, какие значимые, какие незначимые. Нет, это другое совсем. Вот я предлагаю предложить ему систему, как это пилить. Другую, да. Сюда, я могу предложить. Да, я могу ее предложить как замену предыдущей системе. И дальше ее можно дорабатывать, сейчас там еще что-то делать. Но она, как минимум, должна толкать к тому, чтобы пересматривать эту структуру обучения, учения, образования. Да, я хочу продолжить вопрос его. Это был не вопрос, это перевод. Было что-то перевела. Проблема. Значит, есть такая для меня проблема студенческого самоуправления. Или участие студентов, и вообще учащихся в управлении, например, университетом. Да? Это ваша проблема? Да. Вас проблема? Моя. Она для меня на доске лежит. Да? Я ведь понимаю, что эти студенты чайники. Они не понимают устройства университета и устройства содержания образования. Да? Каким образом мы можем тогда рассчитывать на то, что их управляющее влияние будет целерациональным или вообще разумным и так далее. Да? В принципе, студенческое самоуправление есть продолжение линии демократизации и равенства вот этого. Все должны участвовать. Так вот, задача состоит в том, что действительно в педагогике идеала ответственным за содержание и методы образования, грубо говоря, содержание и методы — это как модернизация, за учение отвечает ученик. И эта ответственность ученика, он решает, чего брать у мастера, чего не брать, и так далее, и композицию сам проводит и прочее. Так вот, первым делом, до того, как запускать студенческое или самоуправление, или еще что-нибудь, или участие студента в определении содержания образования, чему учиться, нужно оснастить его этими возможностями. То есть открыть ему рефлексивно всю эту систему целостную. И только тогда мы можем говорить о том, что это не формальное требование студенческого самоуправления, а мы создали реальную ситуацию участия студентов в этом. Вы сейчас повысили мотивацию студентов, потому что вы слушаете Татьяну, которая собирается эти инструменты выкладывать, я так понимаю. Да, по крайней мере, предлагаем инструмент, который, с этим инструментом я
вернусь к вчерашнему нашей попытке объяснить наши нынешние рассуждения про содержание образования. И ну, там Владимир Владимирович даже табличку нарисовал, вот ее скорее надо пытаться запомнить. Сейчас вернусь. Вы помните, да, что в этом смысле это определенного типа антология человека, ну вот в смысле образовательного, человека образующегося. Да, ну там Владимир Владимирович переводил эти анима-корпус, там еще чего-то, да, ну я поделила бы на 3 части, это как, ну опять же, некое целое, да, схватывание некого целого. Это ну, ум или то, что мы по-своему называем идеальным планом, то есть ну, мир идей, концептов и так далее. Да? Ну, то есть, да, идеальный план. Нет, чести и совести не будет. Будет Ни чести, ни совести. да, ни чести, ни совести. То, что можно было бы назвать ну, действием, деятельностью, да, ну то есть действием, деятельностью, да. И ну, вот я бы тут еще дописала воля, имея в виду, что это не только прилады, ну, в смысле действия, да, а ну, как, собственно действие, то есть ну, как действие, да, как способность человека к действию, там, для возможности, оснащенность для действия и так далее. От методологов неожиданно слышать мысли деятельности разложенные на 2 части. У методологов мысли деятельность трехразмерная, так что все в порядке. Все на месте. И последнее, что не так похоже на методологов, это то, что касается чувства или, ну, я бы сказала, индивидуальности, да, ну, то есть личности, индивидуальности в этом смысле, да, то есть индивидуальность, ну, или чувство, ну, чувство в широком смысле этого слова, да, ну, не эмоции, а вот скорее, да, скорее чувство справедливости, да, там, ну, как бы, и, ну, вот индивидуальностные какие-то там проявления, да, и это, ну, как что индивидуальность вообще непонятно, это чувства и какие-то проявления, и что это? Почему ученик нормальный, да, не учится у мастера пьянству, а учится мастерству? Не потому, что он как-то композицию. Точно. Ну, так и это часть ученика. Это, ну, как бы, у него есть некие индивидуальные там, свойства, качества, которые могут развиваться, на как бы, ну, как бы, то, на чем там собирается его, ну, не знаю, там, новая там, ипостась и так далее. Да, это все входит в... Это выглядит, просто, знаете, есть ум, есть действие, есть другое. Нет, просто целостность такая категория, которую невозможно схватить только мышлением. Ну вот как мне кажется. Я про это понимаю, я не понимаю, ну, там, я понимаю, чем отличается ум от действия. Когда берется индивидуальность, он вообще какие-то другие. Ну, вот смотри, там, идеальный план, он не принадлежит человеку. Да? Это что-то, ну, там, это культура, там, это идеи, это знания и так далее. Это не его собственность, но это то, чем он пользуется, ну, постоянно и сильно. Там, да? Действие это, ну, вот, ну, собственно, действие, там, организация. Есть еще один материал, который, ну, это разные виды материала, ну, с которым ваши страхи, человек. Да, ваше чувство отвращения или приязни, чувство справедливости и так далее. Ну да, в этом смысле индивидуальная потроха. Вот это не индивидуальное. Ну, то есть это ты можешь разделять, себе насобирать что-то, но это не твое личное на самом деле. По большому счету действие там, и деятельность, но тоже, в общем, не совсем твое личное, а это потроха. Потроха твои личные, между прочим, над которыми можно работать. А субстрат какой-то сырой, ну, индивидуально оформленный. Ну, там, страхи, фантазмы, склонности, физиологические. Да. И детские воспоминания. Это все свалено. Да, все нормально. Непереносимость все то, что только твое. То, что твое, но то, что может быть предметом. Ну, то есть мне все равно, что там, ну, в смысле, страхи, еще что-то, да. Но это тоже, ну, как-то предмет работы, ну, в смысле, объект работы. И это, ну, обычно так из традиционного образования убирается. Ну, что индивидуальный стиль какой-то. идиосинкразия. Нет, вот, Татьяна, смотрите, в период технологизации всего на свете, там, тейлоризма, научной организации труда и так далее, да, там очень много занимались как раз вот этими технологическими аспектами деятельности и вынуждены были считаться с тем, что встраивание человека в машинно организованную систему
появляется там этот самый пресловутый человеческий фактор. С его непредсказуемостью, дурью там и так далее, да? И все инженеры, технологи страдали от этого человеческого фактора. И он был назван в технологизации уже, то есть мало того, что он непредсказуем, как бы, да, но все равно его надо встраивать. И появилась эта категория индивидуальный стиль деятельности. То есть все рабочие на конвейере должны выполнять одни и те же операции. Все они должны иметь одно и то же представление о том, что они делают. Да? Но индивидуальный стиль деятельности никуда не уберешь. И один более рассеян, а другой менее, например. Вот этого нет. Вот этого нет. Они допускали какие-то такие вещи, типа амбидекстры там появляются, там еще что-нибудь, там и так далее. Да? Вот. Но установка на работу с этим, раз у нас появляется индивидуальный стиль деятельности, установка на работу с индивидуальностью в этом месте, да, она двойная. Стирать индивидуальность, стандартизировать дальше, так, чтобы левшей переучивали там и так далее. Да? Либо, наоборот, сделать ее ценностью. И вот для некоторых технологизированных, индустриальных форм деятельности установка на стирание индивидуальности сохраняется. Если он потому, что ее надо учитывать. Да? Он самолет этот самый, разбившийся недавно, немецкий во Франции, да? Ну, вот такой вот индивидуальный там оказался второй пилот, оказывается. Да? Яркая индивидуальность. Да. Ну, и там это надо стирать. Да? А есть деятельности современные, когда нужно наоборот выпячивать индивидуальность. Ну вот в данном случае я как бы не готова сказать, нужно стирать или выпячивать. Я просто задаю это место работы и мышления об этом. Ну, то есть, как то, про что нельзя забывать в смысле, ну вот это, ну еще есть человеческий фактор. Ну как-то, а потом ты индивидуально что-нибудь сделаешь. Вот ну, я не знаю, в педагогике мастерства там, да, или ну, не знаю, в образовании на достижение, да, это важная часть. В том числе там, работа над своими страхами, возможно, да, или наоборот. Использовать свои слабости. Да, использование своих слабостей, или создание там своего имиджа, или так далее. Это они все три качественно разные. Это разные материалы. То, что мы можем как-то рационально описать. Это ты можешь. И здесь можно. Частично можно сделать. Тебе начальник сказал, Водолазская сказала, они разные. И не надо группировать их, один, две в одну. Не делают. А ему нет. Какая логика вообще в этом определении? Есть красное, есть там круглое, и есть... Это не классификация. Это вот я взяла Виолетта и тебя поделила на 3 части. Могла поделить на 15. Голова, мечты и надежды. Ну, например, так. Причем ориентировалась я. И мизинец на левой ноге. Ориентировалась я, ну, не только на, ну, как это, что в голову пришло, а там вчера Вацкевич называл несколько этих, ну, триад. Да, ну, то есть, в общем, людей пытались как-то описать и схватить. Ну, вот это классическая триада. Разум, чувство и воля. Нет, и воля. Разум, чувство, воля. Ты... Послушай, Вио, воля, вот действие. Ты можешь, сейчас я это проделаю до конца, а ты дальше для своего этого образования можешь здесь попробовать другую конструкцию сути человека, онтологии человека, заради Бога. Ну, вот как бы это точно не последняя инстанция, да, это попытка дать другой инструмент. Я не знаю, правда это не произвольная физическая схема. Вот. Ладно. И здесь, ну, поскольку есть образование, 3 типа, ну, 3 природы знаний, про которые я вчера говорила, ну и потом, ну, про которые, в общем, ну, которые у меня есть, как опять же схватывается мир в типах знаний. Если знание считать очень широким. Да, это вот это объектно-онтологическое, то есть онтологическое знание, методы или организационно-деятельностное знание, и то, что связано с ценностями, прагматикой, аксиологией и так далее. Да? Ну, то есть, и вот фактически вот эта схема, ну, как это, схватывания образования, это то, что можно попытаться понять, что есть в этих ячейках. То есть
по отношению к чему, ну, что есть содержание образования, с чем нужно работать в образовании. Вот, опять же, наверное, далекое до совершенства представление, но понятно, что вот здесь, да, ну, как бы требуется, то есть вот на уровне, ну, не знаю, ума или идеального плана, да, есть там картины мира или построение антологии, но поскольку сейчас много, то картины мира, да, картины мира, антологии или построение антологии, способность построения антологии, поскольку сейчас как они множественные и так далее, да. На уровне, опять же, работы с идеальным планом или там, с умом, да, методы. Ну, то есть все то, что мы, ну, как бы работаем с там, не знаю, понятиями, категориями, ну, то есть в идеальном плане. Не знаю, анализ, измерение, там, конструирование и так далее. Ну, то есть все виды работ, да, с идеальным планом. Чего? Вообще анализ как метод. Нет, там просто второй слой. Конструирование, измерение, это разное. Ну, это не окончательный список, это, ну, вот... То, что вместилось в клеточку. То, что вместилось в клеточку, да. Клеточки больше рисовать. И, опять же, идеальный план по отношению к прагматике, это такие вещи, как, ну, не знаю, там, исследование, изучение ценностей, это этос, который тоже лежит в идеальном плане. Да? То есть это подлежит ценности и даже теологии. Это все, ну, как содержание образования. В том, что связано с способностью человека к действию, деятельности и так далее. Ну, здесь я бы сказала на уровне там, объектного мира, объектно-экологического мира, это целеполагание. Ну, то есть вообще, ну, способность или техника, ну, умение, там, полагание целей в неком мире, в картине мира определенной. Да? Здесь, опять же, образ действия в действиях, ну, я бы сюда относила там, не знаю, проектирование, программирование, но не как дисциплина, а как действие. Да? Целедостижение. Целедостижения, да, ну всякие разные формы. Ну вот я знаю там, несколько, наверное, они могут быть, ну, организация. Цель, средства и способы достижения, или что-то еще? Ну, идеальные средства и способы. Идеально у нас здесь. А здесь это... Ну, целеполагание. Целеполагание это тоже фактически что? Это как действие целеполагания. Создание целей как образа желаемого. Целеполагание это не действие, это мышление. Вы когда в мышлении полагаете цель, потом вы ее используете для действия. Ну, для меня целеполагание это действие. Ну, как это цель, положить цель это действие? Это не действие, это сугубо рефлексивный план. Вы цель положили. На доску ее положили, а не куда-то. Нет, не на доску, а в пространство реализации воли. На доске там нет цели. На доске вы можете иметь, ну, там, некие идеальные представления. Можно рисовать место цели на доске, но цели не на доске. Но назвать цель действием я тоже не могу. Если у меня цель, допустим, поесть. Полагание цели. Ну это значит, вот сидит передо мной Павел Барковский, я его идеализирую. Да, например, и на доску там, да, картину мира помещаю и прочее, прочее. А потом мне нужно превратить Павла в цель. Цель для пистолета, или цель, там, например, для пострижки его. Я, например, понимаю, что там, современное образование вообще не работает с полаганием целей не как, ну, в идеальном плане. В смысле, я вам сейчас расскажу, как полагать цель. Ну, да? А с целеполаганием. Ну, грубо говоря, от ученика не требуется целеполагание. За него. Наши цели ясны. Наши цели ясны, да, все это самое. А это важная часть, ну, человеческого образования, полагание целей. И в этом смысле дело не в том, как он ее правильно выберет, а в том, как он положит он или нет, организует ли он для себя ну, действие. Да? И действие начинается с целеполагания.
когда в нашей школе пытаются заставить ученика научиться учиться, ему как раз и пытаются внушить необходимость вот этих самых целеполаганий. Внушить пытаются, но организовать это не удается. Не учат правильно целеполаганию. Ну это же правильно. А вообще Учиться не учат. В этом смысле, наверное. Да, понятно, по-моему. Ну, да. Здесь, ну, я не знаю, виды, да, проектирование, программирование, я не знаю, наверное, управление, возможно, тоже как деятельность. Не как знание об этом, а как деятельность. И в не знаю, в прагматическом, аксиологическом аспекте это оценка, ну, я бы сказала, там, политическое, культурное, социальное самоопределение, да, это тоже сюда. Самоопределение, готовности действовать определенным образом? Нет, определение себя. Вот понимаете, Павел, вот, да, я определяю себя, я не знаю как. Зачем вам это нужно, самоопределение? Кому? Вам, самому. Если вы самоопределяетесь, вы самоопределяетесь для того, чтобы действовать так. Если это деятельностная полоска. А не просто для того, чтобы самоопределиться и все. Ну да. Ну да. Так я поэтому уточнил. А мне сказали, я удивился. Павел, знаете, что вы уточнили? Все, я понял вас, тогда. Но это самоопределение не для там, маленького шага, да, самоопределение в культуре, да, то есть занятие позиции. По большому счету, и что тоже, в общем, ну, как бы отсутствует в... Просто для меня все эти вещи звучат скорее такие идеальные конструкции. Я пытаюсь в деятельности как-то привязать. Хорошо. Процесс идет. Процесс идет. Поехали. Хорошо. И в том месте, которое Виолетта назвала другое, в общем, в плане работы над собой, да, и изменения себя, ну, вот здесь я бы там полагала, если это связано с собой, а значит онтологией, в общем, человека, да, или некой картиной человека, это рефлексия, там, самопознание, критика, в смысле, ну, саморазвитие, самокопание, да, ну, не знаю, вот какие-то такие вещи. Ну, то есть, нет, установление картины, ну, картины человека, картины себя, антологии себя, да, описание себя. Самовозвеличение. Ну, это у кого как. У кого самовозвеличение. Здесь на уровне действия то, что мы называем планированием карьеры, ну, в широком смысле этого слова, или как планированием своего пути, или там, закладыванием своего пути, организацией своего пути. Амбиции сюда включают? Куда? Ну, Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под амбицией. Куда включить амбиции? Скорее в последнюю. Ну, я думаю, да. Скорее планирование карьеры. Просто когда вы планируете карьеру, это для меня связано с амбицией. Нет? Ну, с прагматикой. Ну, с прагматикой, да. Амбиции, самоактуализация, да, то есть, ну, как бы это, самоценность, ну, в смысле, там, идеал. Самолюбование. Самолюбование. Амбиции, там, ну, некое идеальное представление о себе, ну, и так далее. Да? Ну, вот, наверное, здесь самоактуализация, ну, то есть то, к чему... Самореализация. Ну, Планирование карьеры. И вот, ну, если представить себе, что, ну, например, да, что мы бы пытались построить образование, учитывая вот это вот как содержание образования, да? Ну, как бы каждый раз материал может быть разным, ну, поскольку тематизм может быть там какой-то или еще что-то, да. Ну, вот мне кажется, что это сразу задает там кучу проблематизации. А, собственно, как это делать? Потому что, ну, вариант лекций, там, тренингов и так далее, он подходит, ну, буквально к считанным этим элементам, да, и тогда у нас, ну, как бы возникает это третье измерение, как? И, ну, вот тут, наверное, могут быть тоже такие эти разные
креативные там ходы, ну, в смысле, там, не знаю, демонстрирование, да, чего-то, вовлечение в там, свою деятельность. Ну, в общем, честно говоря, у меня... Павел. Ну, лично для вас, Павел, мексиканские грибы, судя по всему, по-другому никак. Давайте не договорить, а потом В общем, собственно говоря, да, сейчас будет место для сарказма, как раз вот ровно полчаса. То есть я как бы предлагаю эту конструкцию, да, как, ну не знаю, вариант представления о содержании образования вот этого целого человека, ну, да, этого мастера. И как бы предлагаю ее как, ну, вот это, образ своего образования, ну, в том числе сегодняшнему уже там не этому мастеру, а нашему сегодняшнему, у которого тоже там башка забита всякими этими представлениями об образовании там, современными, да, сюда, для схемы, ну, там, схватывания и выстраивания образования. В этом смысле, когда мы говорим про там, школы, например, наши, вот, ну, сейчас, как бы, если посмотреть на то, ну, вот, как мы планируем образование там, в летучем университете, у нас очень многих частей просто нет. Да? Просто нету, там, ни места им нету, ни там, техники нету. И она должна, ну, как бы, добавляться. И в этом смысле... у нас все есть. Когда я в голове у мастера, как бы, Куда? Туда. На пенсию? Ну да. Если у нас все есть, то хорошо. Сегодня будет. Это было из сферы индивидуальности. Не попробуй. Нет, подождите, вы сейчас говорите, что ты 2 часа. Не знаю ерунду. Потому что у нас все есть. Нет. А что вы говорите? Ты рассказывала оптику, через которую мы можем посмотреть Должны посмотреть. на современное образование. Можем и должны. Или должны, а значит, либо можем, либо не можем. Так вот, эту оптику можно использовать, например, для, ну, так, скажем, стоит перед этой оптикой Кант. Говорит, ну так, конечно, я опознаю свою критику чистого разума, критику практического разума и критику способности суждения. Или прапорщик из соседней воинской части. Он говорит, я понял, солдат не должен думать. Должен копать, как бы, и так далее. Да? Но у меня нет таких канав, которые он может копать на протяжении всего дня. Поэтому он покопал, сядет сволочь и начнет думать. Неизвестно, до чего додумается. Да? Поэтому мне нужно так это, вот просто все время, там, скажем, отдать вот этому. Когда он перестал копать, нужно, чтобы он пришивал пуговицы. Если он не пришивает пуговицы, то чтобы они блестели там, и так далее. Да? А как же с этой самой, понимаете, солдат плох, если он индивидуален. Все солдаты в строю должны быть одинакового роста там, и так далее. Поэтому надо стирать вот эту вот всякую индивидуализацию там, и прочее. Да? Автомат разбирается только так. Там, это так. И акценты вот через эту оптику можно видеть самые разные вещи. От армейских до, там, не знаю, кантовских. Да? А дальше что мы с этим делаем? И вот я говорю, что если мы обнаружим это для себя как оптику, которую должны и можем использовать для рассматривания целостного образовательного процесса, то мы обнаружим крохотные кусочки вот этого всего. Причем не просто крохотные, а спрятанные. Мы можем обнаружить гипертрофию, например, ума. Там, да, работу с доской там, и так далее, и так далее. Ну, в основном наши, это самое где-то здесь. Наши стоны по поводу того, что у нас не хватает практики. То есть, ну, вам скажем, есть какие-то там проекты, есть какая-то деятельность, например, про которую там Егоров тут рассказывал, да? Но Егорову помощники просто так не нужны. Было бы очень здорово, если бы люди там, изучали демократию, как бы, да, вместе с егоровской там, практикой. Но мы не можем себе позволить включать людей и так далее. То есть у нас как искаженная вот эта вот картинка, как оптика, да, вот накладываем на деятельность, и видим ее очень большие искажения, непропорциональность. Если мы посмотрим через эту же оптику, например, на БГУ,
Ну, увидим там очень большие непропорциональности, и особенно вот недорисованная третья плоскость, да, что даже если ставится цель, например, там, для чего-нибудь, да, из этой клеточки, то она не теми средствами ставится, не так достигается и так далее. Поэтому я говорю, оно все есть, но теперь как бы эта оптика должна, ну, грубо говоря, гармонизировать. Вот, я сейчас просто вернусь к вопросу, с которого начинала, с Михаила Воярина по поводу того, что университет место для того, что не для Чахо. Вот это не для Чахо нужно сделать объектом трансляции. И я бы на него попыталась посмотреть вот таким образом, да, ну, как организовать вокруг, может быть, не всех, да, но тех не знаю, уникальностей там, мастеров, феноменов интеллектуальных, которые у нас есть, как организовать вокруг них, ну, не знаю, я это назвала тогда школами, да, школами, мастерскими, но вот так, да, не то, что они должны рассказать, а попытаться вот такой оптикой создать возможность, ну, не знаю, воспроизводства, в смысле, не точно таких же, а воспроизводство вот этого целого, ну собственно, представления о человеке и целого человека. Снабжать слушателей сразу такой оптикой? Во-первых, снабжать слушателей такой оптикой, во-первых, снабжать себя такой оптикой, когда мы задумываем эти школы или там отдельные курсы или еще что-то. Пока в основном направлено как раз на мастеров. Ну, для начала, для мастеров, да, но и снабжать тех, кто, ну, как бы, кто является слушателем этой оптики. Потому что иначе они будут прочитывать в ваших действиях, ну, что-нибудь свое. Не всегда будут свое учить. Это же неизбежно. Страшно, лишь неэффективно. Слушайте, я не знала, что они всегда будут учитывать свое, но вы мне открыли глаза, и теперь я про это узнала. Да. И тоже пойду на пенсию. Да, они будут учитывать свое. Но я им могу предложить эту оптику. Они могут ее выбросить, и это их право. Но мое право и обязанность ее предложить. Потому что иначе я занимаюсь бессмысленным этим самым. В лучшем случае я занимаюсь коллекционированием прекрасных бабочек. Это очень достойно. Но мне очень жалко когда-нибудь помирать в моей коллекции. Таня, давайте это тоже без обид и без вот этих свойственных интеллектуалам. Давайте будем дисциплинированы. Значит, одна прекрасная бабушка просит слова, и потом Иван еще. Совершенно сподобалось. Я весь час відчував такий великий резонанс про що эти говорки, потому что весь опошний год я думал над такою темою. Ну, перша тема, як поглядеть на діяння, як на мову, як зробити мову діяння. Другая велика этого тема, як поглядеть на емоцію, на почуття, як на діяння і знову ж зробити мову емоцій. А другое, третье, это як зробити мову норова, нрава, мозг, мораль, мораль, як поглядеть на норовність, як на мову і зробити мову всього. І яким чином можна таким чином представити то, що нам здається абсолютно цілісним, до чого підходу немає, сапоги, заховуючи яку цілісність, представити тим не менш його як мовно описано, надо зробити його таким. І, в принципі, про що йде говорити? На самом деле, тут я цілісності ніякої не бачу. Это, тут, потому что что дає цілісність? Цілісність дає одно місце, з якого росте нечто, это древо. Вот древо это цілісність. А таблиця, это якраз, ну, это одного місця, яке збирає все это в одно, тут нема, корення нема. Сам человек. Коренування нема. Антология целостности – это локативность. Это вот место. Вот, когда одно место есть, значит есть целостность. Мифологичное. 2 места, 3 места, 4 места – это уже не целостность. Мифологичное древо – это так само троица. Верхний свет, нижний свет и наш свет. И мифологичное древо – то самое робить у мозгах людей, які користаються міфологією, то і таблички, ці там трьохчасне делення кантовської критики.
Максима можна побувати його перетворити впливом, я про інше розкажу. Ні, я хочу договоритися, тому що я тільки почав. Чому в старожитному світі коли адукація целостная, это переймание от наставника цалком. Приходит учень и бере все просто. И пьянство там, и на свете. Потому что, на самом деле, не только наша цивилизация достигала такой великой фрагментованности всего и всеохопности, универсализма. Когда з'является множество науков, множество галинов, и некий один принцип там, прикладается до всего на свете. Люди специализуются, вот только старожитная Индия. Миллион неких кастов. Специализация страшенная. Человек все нарожается, занимается одной справой. Есть там каста, якая там шивая книжка еще раз. Есть каста, якая там... Тем не меньше, эта цивилизация имела нечто, что ее объединовывала, и адукация там так само існувала, яка гарантувала одинство и одинное разумение всех этих рабочих на этом заводе, да, что их некий одинный принцип, одно уявление на всех есть. И человек там был целостным. И адукация там справді была вот этим, как бы, адукация идеала, это майстер учень. Что он там засвоивал, окромя того, что як сшивать книги, там, як, не знаю, подметать правильно улицу, там, читать веды. Ну, на мой погляд, это норов. Вот это мос морис, это его латинский, то есть мораль. Властно, мораль это норовность. Что, в принципе, человек это норов, можно сказать. Але як підійти до норова? Да? Ми його немагчыма сапраўды засвоіць праз падручнік, праз святарны тэкст, не знаю. Яго можна сапраўды толькі пераняць асабіста. Вось нораў гэта тое, што пераймаецца толькі так, праз зносіны з настаўніка. І сапраўды ён не пераймаецца, калі чалавек там гаворыць адно, на дошцы піша, а робіць у гэта час там зусім. Пераймаецца менавіта тое, што ён робіць. Вось гэта параллельность там вучня наставника, пакуль яны там не ўраўнаюцца, да, у выніку фармуецца гэты нораў. А з чаго складаецца? Ён складаецца з эмоцый. Нораў можна, конечно, опісаць, што вось там не рабі іншаму тое, там, да, што там не хочаш, каб рабілі табе. Ну, напрыклад, там не крадзі, да, там не бяры гэта і гэта, да. Але гэта апісанне на ўзроўні што? Это паспрабаваць апісаць один вымер праз яго адлюстраванне ў іншым. А насамрэч нораў можна апісаць і інакш. Праз эмоцыю ў адказ на эмоцыю. І калі можна апісаць эмоцыю, там як мову, то дзве эмоцыі даюць мову нораву. Як тэатр. Адзін актор робіць одну эмоцыю, другі актор навзамен робіць іншую эмоцыю. То бок это, в принципе, такая великий театр эмоций, и человек формуется как певная устойлivая архитектура эмоций. В отказ на такую эмоцию идет такая эмоция. В отказ на это идет то. То бок, в принципе, формование характера, формование норов, это то, что яднает цивилизацию, моральный идеал. Так? На самом деле, когда мы хотим целостного человека и про его на самом деле мары, мы марим про моральний ідеал, про певну ідеальну архітектуру норову, яка б тримала разом усе. І іншим чином, на мой погляд, в Гуглі це одинство чоловіка у надто развитой цивілізації, яка там охоплює все, розбліновується, диференціює і губляє цілісність, і не гарантується ніяким іншим чином. А чему это все было близко? Потому что, на самом деле, вот все, про что и шла говорка, там, на мой погляд, все-таки можно объединять в одно древо. Да? И хотя здається, что там всякие программования там, и разные такие дисциплины, які з норовом не мають нічого спільного, все ж таки есть такие пункты погляду, где все-таки можно выбудить такое одно древо человека, как такое, потому что эмоция, она охопливая, моя здольность охопливать. Это некий метауровень человека. Что бы мы ни говорили, мы рухаемся. Есть эмоция, я зараз, у меня есть эмоция, да, внутри якой разгортывается весь мой дискурс. Да? Там некто мне откажет, а его будет еще, да? И можно убрать весь змест, например, да, и поглядеть, а что отбылося на уровне этих эмоций. Да? Что люди, які театр эмоций отбылся там на этой сцене. Да?
Вот Паша сидит и бурчит, конечно, свои эмоции. Представляешь, тут вместе не важно. Тут есть, вот на этом уровне есть некая такая у вас эмоция. Да? И вот мне на самом деле цікаво поглядеть на человека и поспробовать, ну, про адукацию я вот просто не думал, для меня вот это цікаво, такий спектр, поспробовать поглядеть про это все на адукацию. Вот, ну, власне, мабуть, я и завершил ту заувагу. Зараз можна спитати, Михайло, а що ти зробив к этой заувагу? Я хотел про целостность сказать, что целостность человека это и есть его... Это я почув. Ну, это и есть я почув. Я спитаюся, що ти з этим зробив? Что хотел, чтобы что? Мне кажется, да, что Михаил фактически отрицает все то, что сделала Татьяна, фактически отрицает основные категории, заложенные в Татьянина дерево трехчастное, да, пытаясь заменить его другим. Проинтерпретировал. При этом, выбрасывая содержание, вместе с содержанием Михаил выбрасывает, например, такую штуку, как индивидуальность. В кастовом обществе, да, как раз норов, вы думаете, что это вот индивидуальность, вы думаете? Нет. Вы серьезно? У его онтологии немає индивидуальности. Нету. В индийской традиции, в индийской цивилизации ее быть не может. Почему? Индивидуальность – это достижение европейской, исключительно европейской христиано-германской цивилизации. И поэтому не может быть нечем. Вот это моя индивидуальность. Я выбрал там эти кубики с коробки, это моя индивидуальность. А привези некоторые шеи, ты самые кубики возьми, и вот у нас уже такая вот и у его индивидуальность, может такая яркая, и у меня такая яркая родиться Брахман. Да? А при чем тут кшатрии и брахманы? А при том, что как бы индийская цивилизация не терпит индивидуальности. Она навязывает нравы, и навязывает это не конфигурация. Формы чувствования. Она не складывается с того, что я там и программист, и лингвист, там это все набор неких просто, это некий конструкт. Индивидуальность это абсолютная неполторность. Да, вот это моя одинковость, она не может быть потлумачена ничем. Нет, может быть потлумачена больше того. У нас есть распрацовки про индивидуальность, навмисно зробленные. Потому что вы не маете раз. Ну, конечно. Так я же скажу, так ты и признавайся, пришел спустить унитаз, все, что наговорила тут. Я не такой человек, я не прихожу спустить унитаз. Я прихожу поделиться. По факту это робишь. Что возникло во мне, когда я там слухал вельми уважно из великой радости, на самом деле. Ну, это не доклад, это некая реплика, это может быть на... Показал, як можна сприйняти так подавлацькое, з іншої оптики бачення. А кстати, его обсуждение, между прочим, очень хорошо иллюстрирует то, что он сказал. Потому что на самом деле эмоции... Да, конечно. Но разница между боярином, я ее постоянно подчеркиваю и в этом смысле демонстрирую. Не, Михаил. И мной, например. Да. Она состоит в следующем. Мне боярин нужен, боярин нахрен не нужен. Он меня в упор не видит. Как меня. Да? И вот вы можете сравнить меня и боярина, идеализировать меня и боярина, да? И потом сказать, ну интересно, вся технология там, жизни, да, организации жизни летучего университета, она должна быть направлена на производство, я огрубляю очень, да? На производство боярина или производство Мацкевича. Потому что это совершенно разные индивидуальности, абсолютно разные. Нет, демократия предполагает и тех, и тех. А? Демократия предполагает и тех. Нет, не демократия. Это не демократия, а я бы возводил это чуть выше, да? Вот к этому иудо-христианскому или христиано-германскому миру. Да? Это там есть такая штука, как ценность боярина с его индивидуальностью. Боярин же, слушая все, что говорит Водолажская, которая тоже не есть боярин, как бы, да, переживает это, переваривает это в свою эмоцию, да, потом эту эмоцию концептуализирует в мифологических, метафизических как бы, схемах. Да, и единственное, что он может делать, он может предлагать на место одной метафизики, ну потому что это тоже можно рассматривать как метафизическую картину, просто другую метафизику. В рамках этой метафизики он работать не может.
могу попробовать включиться, и как, если самоопределюсь таким образом, в метафизику Боярина и поработать с ней там и так далее. Ты этого делать не можешь. Вы хотите сказать, что вы терминатор следующего поколения, мы поняли, да, знаете, как бы и университет должен производить именно таких. Таня, ты можешь отреагировать. Либо на альтернативный доклад, либо на низкий, если хочешь, либо я сейчас слово Ивану дам. Хорошо. Иван? У меня небольшое уточнение по поводу вот, индивидуальных чувств и объектно-онтологическое. Там написано как, скорее как навыки, рефлексия, вот немножко не объект. Да, то есть я бы сказала, тогда здесь это скорее, да, это действие, да, это образ себя. Ну, здесь, если это объектно-онтологическое, то это образ себя. Да, а это вот, скорее то, что, то, чем он производится. Ну, в смысле, образ себя, который, с которым работает. Да, что это продукт, то есть, вот, да, вот правда. Ну, причем индивидуальность, извини. То есть, если как объект, то это я. Да? Индивидуальность это не уникальность. Уникальность только часть индивидуальности. Потому что индивидуальность это способ удержания очень разного в одной номинации. Ну, например, Иван Веденин, когда был в возрасте Яся, очень не похож на сегодняшнего Ивана Веденина. Но когда Иван Веденин смотрит на фотографию свою в трехлетнем или в двухлетнем возрасте, он говорит, это я. Так вот, индивидуальность, это помимо уникальности, еще и преемственность. Второе, это уже родилось после вот этой дискуссии и, скажем, такого вопроса, кого должен воспроизводить университет. Если я правильно понял, то ученик получает в том числе инструмент для декомпозиции мастера и сборки в себе. Ну, то есть это таблица как такой декомпозитор. И, соответственно, возможно такая операция, как декомпозиция одного мастера, второго, и сборки третьего внутри себя, который не похож ни на первого, ни на второго. Да, я даже думаю, что, в общем, так где-то и происходит. Да? Но я бы даже сказала, что, с одной стороны, да, это инструмент для это не для декомпозиции, это для организации себя по, по работе с собой, в смысле образования, да, то есть, и мне кажется, что этот инструмент через какое-то время, этот или улучшенный, да, его можно будет уничтожить, если он войдет как, какие-то, я не знаю, техники, это самое, в культуру, в каком-то целостном виде, в культуру, не знаю, ученичества, вообще в образование как процесс. Просто сейчас это изъято, многие эти части просто в принципе изъяты из образования. То есть это достаточно искусственная вещь. Да? Искусственная в смысле подела и внимание на каких-то частях, которые исчезают в этой целости. А уже как ты будешь собирать, как ты будешь решать задачи, по этим самым, это твоя... Нет, Иван правильно говорит про ту разборку, да, и сборку. Да, конечно. Но только место сборки, вот здесь, у Татьяны, да, их два. И собираются разные вещи в двух разных местах. Ну да, тут и тут. Не тут и тут. Вот, скажем, идеальный план, да, и индивидуальный. И вот здесь вот что-то разворачивается в деятельность. Мы видим деятельность, дела, поступки, результаты, следствия деятельности и так далее. Да? И в деятельности, собственно, все разбирается и собирается по-новому. Деятельность тем и отличается от природы, что в ней не растет это все как дерево, а скорее там пирамидка из этих самых частей, которые можно разобрать и по новой там собрать. И вот это вот здесь все разворачивается, а сборка осуществляется в идеальном плане. То есть это антологии, представления, методы, все, что можно в идеальный план на две доски занести. И сборка собирается, или все это собирается на себе. И вот задача участия двух человек в этой деятельности состоит в следующем. Один в большей степени отвечает за сборку в идеальном плане
всего того, что разворачивается в коллективно распределенной совместной деятельности. Другой отвечает в большей степени, отвечает за сборку этого всего в самом себе. Да? Потому что собрать это только в одном месте, это будет гипертрофированное и очень неправильное, ну, как бы, отношение. Сейчас Павел, потом Ольга. Ну, у меня вопрос. Оля, сначала Павел. Да, у меня одно замечание такое, не вопрос. Замечание у меня такого свойства, я рад, что Владимир это озвучил, в принципе, еще и до меня, что все то, что мы видим на доске, это такая метафизика. Ну, то есть это такая... Нет, либо метафизика, либо Я сказала, антология. что это можно прочитать как метафизика. Ну, я сейчас свою позицию высказываю, поэтому... Ну, просто такое уточнение. Да. Либо метафизика, либо антология. Ну, я услышал ваши эпики метафизики. Это было Боярину адресовано. Вот я это вижу как такую рафинированную схоластику в духе доктора Субтилиса. То есть мы можем приписать, поскольку приписываем человеку и знанию, ну, условно знанию, всему тому, что мы можем к образованию отнести, да, как двум очень многомерным реальностям какие-то качества, это примерно как схоласты говорили. Вот мы можем Богу соотнести, приписать 5 качеств, миру 10 качеств, ну, получившиеся 50 клеток, как-то будем действовать. Ну, тут примерно та же схема, и тут как бы я просто призываю к тому, чтобы относиться к этому как к такой ситуативной схеме, которую, в общем-то, мы можем предложить, но она достаточно произвольна. В этом смысле имеет значение только оценка. Вот она хуже там или лучше, чем предыдущая схема, когда человека разбирали там на знания, умения, навыки, идеалы, ценности, ну то, против чего там Татьяна говорила, как про вот этого разобранного, неправильного, нецелостного, частичного человека. Да? То есть мы можем только в этом смысле обсуждать, насколько эта схема продуктивнее, эффективнее помогает нам что-то делать, чем предыдущая. Но не, как бы, не натурализировать и не говорить про нее как про такое истинное отражение реальности, скажем так. Скорее как мотиватор действия, скорее как способ отношений. Это вот призыв для того, чтобы... Владимир Владимирович, а можно я отвечу? Если это было замечанием, нет. А Можно тут же я вопрос, отвечу? что Боярин, что сейчас Павел делает? Предостерегаю. Сливает. Иначе, другим способом, чем Боярин, но сливает. Я вам отвечу, Павел, на замечание. Это прекрасное замечание о методологии, в коем я себя отношу. Это такие волшебники, которые, во-первых, не имеют никаких антологий, намертво прибитых к стене. Поэтому никакой натурализации в этом нет. Я не считаю, что... А я не к вам это замечание поставил, по большому счету. Павел предостерегает. Я предостерегал собравшихся, которые могут не увидеть, не обладая методологическим этосом, то, что эта схема не есть. Примите методологический этос, что вы мешаете? Собравшись, я сразу объясняю. Я думаю, что большинство... А зачем отказываться сразу и категорически? Я не призывал отказываться, я сказал... Нет, именно призывал. Относитесь к этому, как к такой фигне, игре ума водолазской, которая, конечно же, не дотягивает до доктора Субтилиса, но почти. Да? Поэтому к этому надо так и относиться. Вот она намалевала, она так умеет красиво Владимир, рисовать. все, что мы трындели все эти 3 дня, именно имеет такой же именно статус. Неправда. Правда. По большому счету правда. Нет. И то, что вы трындели, и то, что я трындел, и то, что Нет. Татьяна. Категорически нет. Ну, это ваше право так верить. Да. Ну вот, как бы, верить вы можете, Павел, во все что угодно. Я, как бы, в общем, честно говоря, не склонна ни к метафизике, ни к антологии, ни к чему другому. И поэтому... То, что вы делали, это метафизично. Нет, Павел, понимаете? Методологи такие волшебные, Квалификация которые... этого Ну, это сейчас мантры слив. пошли насчет методологов. Подождите. Я не Волшебников, смотрю... методологов. Ну, подожди. Вы меня слышите? Любую антологическую схему я перевожу в род деятельности. Она мне не нужна как антология. Понимаете? Не нужна.
И если как бы вы в это не верите, то это ну, как бы ваши проблемы. Все схемы, которые я имею, они все для меня урок деятельности. Я могу ее отбросить, потому что у меня что-то не получится и так далее. Но это урок деятельности схема. Это схема, которая организует меня для того, чтобы организовывать нашу школу. И я надеюсь, что она как бы даст возможность остальным понять то, что я себе представляю, и возможность, может быть, кому-то еще организовать по этому принципу свою школу. Я на это надеюсь. А я говорю что-то другое. Или меня тоже так же слышали с бананами в ушах? Нет, Павел, просто вы как бы... Ты говорил категорически другое. Я говорил категорически тоже. Только по-другому сформулированное, поэтому не услышал. Нет, вот смотри, что ты говоришь. Эта схема имеет такой же статус, как и все остальные грейзания фломастером на доске. Поэтому по поводу этой схемы, как и любого грейзания на доске, не нужно договариваться, осваивать и достигать консенсуса. Да? Нет. Поэтому это как бы такого это я не говорю. развлечение. Этого достаточно? А тогда Давайте так. Мы, как бы, у нас различается статус говорения. Да? Как бы одно дело, когда я в самом начале сказала, что я сейчас не буду предлагать правду, ну, собственно, все это и так знают. Да? Я буду предлагать инструмент, которым, я считаю, есть возможность придвинуться к организации в университете педагогики идеалов. Да? И как бы, это мое самоопределение и мое действие. А то, что вы остальных предостерегаете, чтобы они, не дай бог, не подумали, что я делаю что-то другое, это ваше предостережение по поводу моего действия. А в чем состоит ваше действие тогда? Вы чего будете делать? Я могу включиться в то, что я и сказал в конце, в оценку того, насколько предложенный вами инструмент лучше того инструмента, что был ранее. Вот и все. Не более того. Можно я вопрос еще задам? Да. Это было замечательно. А вопрос у меня короткий, надеюсь, тоже ответ будет. Вот та сборка целостного человека, который Татьяна пыталась говорить долгое она, на ваш взгляд, реализуема только сугубо в рамках педагогики идеала, или же это пока просто самая предметная форма, которую вам видится на сегодняшний день? Ну, вот я думаю, что такой же целостный человек в архаичной педагогике еще возникает в педагогике культуры. Он тоже целостный. Ну, то есть в этом смысле он целостный. Разница только состоит в том, что педагогика идеала, я уже говорила, она построена как педагогика достижений, ну, в смысле, это, ну, в этом смысле элитарная педагогика, да, ну, то есть на отдельная индивидуальность, да. А педагогика культуры это, ну, как массовизированное, ну, там, воспроизводство, ну, общества, да. Но вы ссылаетесь на традиционные примеры, а каких-то новых возможностей не предусмотрено, может что-то новое появится? Так это новое, ведь это же не педагогика идеала. Это не педагогика идеала, это конечно. Она отталкивалась просто от педагогики Я идеала. понимаю, что сейчас мы не можем, ну, как это, мама родить обратно у нас не может. То есть, я уже говорила, что элемент педагогики идеала сохраняется, ну, вот, в творческих этих самых, элементы, да? Мы уже не можем развить все, что, ну, что человечество, особенно европейская его часть, видела как бы про себя, про и так далее. Я не знаю, наверное, кто-то еще ищет. Ну, я просто не знаю других подходов. Возможно, могут быть другие заходы. Я просто не знаю. Если бы я знала, я бы с удовольствием замечание. Ой, там у меня есть вопрос. Скажите, вот эта схема зашита в замысел той школы, которую вы предлагаете, магистр Греф, да или нет? Как они соотносятся? Я сейчас объясню. Вот, ну, я вчера пыталась сказать, но, видимо, очень сложно понять, да? То есть, вот я сейчас, ну, как бы, вот то, что я предложила еще на проектной сессии, да, ну, когда я там набросала, ну, как бы, собственно, сами курсы, там, ну, какие-то там виды работы и так далее. Вот я думаю, что отчасти эта схема лежит, ну, лежала там нерефлексивно. Да, нерефлексивно. Вот сейчас я попыталась ее, ну, там, как-то сама для себя, для вас тоже эксплицировать, ну, что-то там дополнить, что-то там для самой меня пока не ясно. И сейчас, ну, вот, моя задача соотнести уже, ну, то содержание, которое там было набросано, да, какую-то фактичность, уже с этой схемой, ну, как это, на новую, да, ответив на вопросы вот на эти, и еще на вопрос как, который, ну, представляет особую там проблему, да. То есть в этом смысле
Я не могу сказать, что они сейчас, ну, как это, полностью соответствуют, но они будут приведены в соответствие, ну, максимально, насколько это будет возможно. Сейчас, а можно Ольге кинуть реплику еще? Это не только схема соорганизации вот этой школы игры, да, или методологической, но и летучего университета тоже. Ну да, я поняла, как бы, из того, что Татьяна сказала тоже. Ну вот, например, то, что вы говорили про работу с биографией, да, вот оно как бы в нижнюю строку, в общем-то, насколько это должно ложиться. А если учитывать третью ось, как, вот скажем, целеполагание, может быть, я что-то не услышала опять-таки там вчера или раньше, да, вот целеполагание, как на уровне действия? Я, конечно, готова сейчас сказать, если бы я знала, но... Так вы, профессор, чего-то не знаете. Да, я вообще много чего не знаю, особенно по поводу чего как. Для меня это как бы большая проблема, ну, в смысле, практическая проблема, да, потому что вот меньше всего хотелось бы вот в этой части, ну, собственно, и в этой части, ну, фактически не работают лекции, там, семинары, ну, семинары еще может быть там чуть-чуть, да. Ну, тренинги, да, и то как бы по-особому заточенные. Ну, вот, да, ну вот я думаю, ну, я бы надеялась, если найти, ну, как бы, если найти возможность реального целеполагания, ну, то есть некая там практика, ну, вот мы уже говорили, да, не учебная практика, да, а встраивание в... То есть это уровень коллективных микропроектов, да? Ну, хотя бы или индивидуальных, может быть, проектов. То есть это... Индивидуальные вниз не упадут? Нет. Целеполагание как целеполагание, оно не, ну, это действие. Оно может быть коллективное, может быть индивидуальное, тут, в общем, не важно. Я поняла. Если это как бы объект вынесен вовне, это не моя карьера, а вот как бы субъективное поле, то это уже не важно, индивидуальный или коллективный проект, это все равно не важно. Знаете, вот у нас в прошлые времена проходили через всякие там семинары, кружки, там, участие в деятельности разные люди. Был такой забавный человек, Евген Бойко, который... Почему был? Пропал. Потому что он приходил и с регулярностью, он в Могилеве жил, с регулярностью приезжает, как бы, да, ситуация меняется, он уже привык следить за ситуацией, да, и часто спрашивает у кого-нибудь из нас, в чем наша позиция? Какая наша позиция, да? Он приезжал в Минск за целью. Сам не мог. Какая наша позиция? Мы начинали рассказывать про все это, ну, нет. Какая наша позиция? Скажите уже, я поеду. Положите мне цель, и я поеду. Да, положите мне цель, да, и я поеду. Из, как может быть, замечания, там, с целеполаганием я на уровне тренингов работал, и вот, ну, проще всего целеполагание, ну, для меня там ложилось, это на уровне личных целей. То есть вот там снизу план карьерный, индивидуальный, то есть ну, вот, превращается там желание людей в цели, ну, как бы, и учить их достигать. Это, ну, как это, в этом плане легче, чем, скажем, там, учить целеполаганию организационному или коллективному. И, ну, опять же, вот, если речь идет об индивидуальном, ну, каком-то навыке, то ну, вот, групповое это, наверное, ну, так, типа, избегание, кто-нибудь умудрится избежать ответственности в каком-то коллективной такой проектной работе. Обязательно будет такое. Есть даже такой там принцип или закон будет избегание ответственности. Так, ну что, еще реплики, развитие, окончание, все уже истощилось. А простите, можно? Я в самом начале хотел задать, да, вот помните, Дацюш выступал у нас, да? Как-то. И вот он, такая интересная очень мысль была для меня, она не совсем понятная даже. Может быть, воспользуясь интеллектуальным потенциалом здесь присутствующих, вот мне кто-то разъяснит. Он здесь сказал, что мир вокруг нас становится все более сложным. Он становится настолько сложным, что вы рискуете, если не поймете этого, рискуете вообще отстать. И вот когда начинала Татьяна говорить, она говорила о том, что вот эта сложность, она все-таки такая как-то относительно техническая. Я говорила про все сложности. Так вот как, вот твое отношение к этой сложности, о которой он говорит? То есть вот когда, ну как, целое, да, целое, то есть он становится в целом сложным или в своих отдельных, или технических каких-то проявлениях? Кто он? Нет. Ну, то
то есть как вот те люди, которые удерживают целое, как они относятся к вот тому, к растущей сложности? Растет она на самом деле или нет? В чем вообще эта сложность? Ну вот методологи, они знают, что для методологов как бы мир в целом принципиально меняется или он тоже? В смысле меняется? Мы знаем песенку такую. Мир не прост. И он никогда не был простым. Так вот, речь идет о том, принципиально что-то изменилось. Вот я так послушал. Конечно. Принципиально изменилось. Вот как это? А что? Вообще? Я не понимаю, что вопрос. Да. Как изменился мир? Или что? За 2000 лет. Пересказ от тех, кто знает. Принципиально изменилось. Значит, да. Ну что, время закончилось. Я проспал. У меня это... Я вообще слежу за временем, поэтому отдыхаю. Не отбирай ответственность. Гацук говорил про отставание, да, и ты повторил про отставание. Но знаешь, когда я отстаю от тебя, это одно дело. А когда человеческая мысль отстает от сложности мира, это другое. Да? И сегодня у человечества нет соразмерной, достигнутой сложности системы представлений, ну, грубо говоря, философии, да, которая могла бы схватывать ту сложность, которая есть, не отменяя ее и не редуцируя. Потому что мы тоже со сложностью можем работать самыми разными способами. Ну, например, как со сложностью пытаются работать с энергетикой. Синергетическая парадигма, она претендует на такую вот объемлющую парадигму, да, грубо говоря, философский стрижень там разных построений. Ну такие, хрен с ним, хаос это хорошо. Что в общем противоречит всей истории становления европейской мысли. Да? И они приписывают хаосу способность к самоорганизации. Не выносят способность к самоорганизации на другую сущность. А фактически как поступает этот самый Кривицкий со своим бульдозером. Да? Не множить сущности без ножниц, значит стереть все остальные сущности и приписать все атрибуты той сущности, которую мы запостулировали. И вот это один способ работы со сложностью. Другой способ работы со сложностью — смириться с частичностью, да? Сложность сама по себе развивается, отдать право, скажем, осмысления этого всего над человеческому какому-то состоянию. Да? И есть еще один способ работы со сложностью — редукция, упрощать. Упрощать социальные отношения, человеческие отношения и так далее. Да? Причем иногда вот эта вот редукция — это не зло. Вот что делает, например, вот этой установкой руководствуется Билл Гейтс. Не Билл Гейтс, Стив Джобс. Да? Вот он с самого начала разработок Apple ставил задачу. Этими аппаратами, очень сложными, должны пользоваться дети, чайники. Да? И тогда вот это вот редуцирование, оно сводится не к упрощению, то есть не деланию компьютера из дерева, да, там, или еще что-нибудь такое, а наоборот, к дальнейшему усложнению так, чтобы сделать его user-friendly. И тогда, как можно сделать очень сложный мир, в котором мы живем, user-friendly? Для этого нужна соответствующая философия. Потому что без философии, без понимания, без разборки этого всего мы не сможем осуществить действия ни по дальнейшему усложнению, ни по упрощению, ни еще почему-нибудь. И тогда весь вызов состоит в том, чтобы сделать себя адекватными вот этой вот взрывным образом нарастающей сложности мира. Я чувствую какую-то гармонию, поскольку мы пришли к обратному докладу вашему началу. И на этом тогда мы это все завершаем и идем пить кофе.